Здравствуйте. В эфире программа «Интервью». И я с удовольствием представляю гостя в студии. И это советский, российский журналист, радиотелеведущий, публицист и так далее. Мне кажется, этот список на самом деле можно продолжать, но я все-таки скажу, что это передо мной сегодня сидит мэтр башкирской журналистики Азамат Саитов. Азамат Фазиевич, здравствуйте. Привет. Азамат Фазиевич, мне кажется, вы гораздо больше привыкли, когда вы берете интервью, но сегодня вы, наоборот, интервьюируемый. Да, немного непривычное, конечно, состояние, но ничего, выдержу. Давайте сразу к делу приступим. Азамат Фазиевич, знаете, я бы обсудила с вами как с коллегой вопросы, наверное, которые мы не часто здесь обсуждаем, но тем не менее мы очень много говорим о них в кулуарах. Сегодня очень много говорят о том, что существует ли вообще журналистика. И многие говорят о том, что журналистики нет. И называют это слово едва ли не с ужасом в глазах, что есть пропаганда. Но для меня пропаганда не носит, знаете, такой отрицательный оттенок, я бы сказала. Как вы думаете? Дело в том, что вот этой теме я над этой темой призадумывался последние 5 лет. Я же еще и читал лекции для студентов в БГУ, в Институте сервиса. И я там перед ними как раз пытался осветить этот вопрос и говорил, что журналистика, по словам такого товарища, как Познер, умирает и больше ей не будет. И я, в принципе, соглашался с ним. Потом, через пару лет, я переменил свою точку зрения и начал верить в то, что все-таки состоится ренессанс российской журналистики, потому что журналистика все-таки это ремесло второе древнейшее в мире, и оно не может просто так вот на стыке вот сегодняшних лет исчезнуть. Поясню почему. Дело в том, что журналист – это человек между обществом и властью. А так как общество и власть будут постоянно, то и понадобятся вот такие вот посредники. И поэтому я думаю, что журналистики еще долго и долго процветать. Но посредники тоже бывают разные. Ну, если брать чисто человеческие качества, да. А посредник, журналист как посредник, у него одна функция. Сообщать народу о том, что власть для них собирается делать, а власти сообщать о том, что народ думает о них. Вот это самая главная заповедь для журналиста. Но не только, наверное, сообщать о том, что власть собирается делать, но иногда и анализировать, как думаете? Или сейчас нет аналитической журналистики? К сожалению, вот вы тут правы. Из перечня жанров уходит такой жанр, как публицистика и аналитика. К сожалению, к моему сожалению, потому что я считаю, что это действительно высший писк журналистики, это публицистика, когда автор, сообщая о каком-то том или ином значимом факте, он пропускает это через себя, свои мысли, свои убеждения, свою позицию. Это и есть публицистика. К сожалению, сегодня в жанре публицистики работает очень мало моих коллег, не только здесь, в республике, но и на федеральном уровне, в газетах. В основном, конечно, публицистика – это газетный жанр. Но хотя сегодня разговорный жанр на телевидении, на радио тоже приобретает публицистический оттенок. И я думаю, что возрождение вот этого жанра дало бы толчок к развитию общества. Именно к развитию общества. Потому что вот опять я перехожу к канонам нашего ремесла. Мы должны быть нейтральными. Вот вы сказали пропаганда, как я отношусь к пропаганде. Когда я обучался основам ремесла, журналистики на факультете журналистики Уральского университета в Свердловске, у нас был такой предмет партийная журналистика. И сегодня тоже звучит эта вот партийная журналистика или пропаганда. Дело в том, что пропаганда – это не журналистика. Пропаганда – это, знаете, вот как вы думаете, откуда пошло это выражение «четвертая власть»? Ну, наверное, не когда журналистика была пропагандой, а когда журналистика имела свое слово и к журналистам прислушивались. Пропаганду придумали люди партийные, потому что нужно было оправдать, что партийная пресса озвучивает решение партии. Поэтому сказали, вы тоже власть, тоже становитесь рядом с нами, вы четвертой властью. Журналистика никогда не была властью и не должна быть ею. Но пропагандировать можно, Азамат Фазиевич, согласитесь, можно пропагандировать, но смотря что. Можно же рассказывать о вечных ценностях, о традиционных ценностях. Я, конечно, сейчас, может быть, разве немного это пропаганда?
Может быть, отчасти. Почему нет? Пропаганда – это когда установки партии или установки государства идут на род в директивном тоне. Вот это пропаганда. А когда журналист говорит от своего имени и при этом не скрывает, что это его личная позиция, когда он добавляет еще такие волшебные слова, как вот «как мне кажется», «я так считаю», «я так полагаю», «возможно, я ошибаюсь», вот тут уже журналист говорит. А когда безапелляционно говорят, что вот это хорошо, это плохо, это черное, это белое, ну, я таковой не признаю журналистику. Ну, хорошо. С вами отчасти соглашусь, но в то же время в новостях согласитесь, что говорить свою точку зрения не всегда можно. Новостные репортажи, у них особенность такая. Это вот когда еще какой-то информационно-аналитический материал, там еще можно свою точку зрения сказать. Но теперь меня волнует вопрос, и я надеюсь, что вы на него ответите. Почему у нас в журналистике сейчас кадровый голод? Как вы думаете? И давайте не будем говорить о зарплате. Нет, конечно, не о зарплате. Дело в том, что некий флер теряется у профессии. Когда наше поколение пришло в журналистику, это 70-е, 80-е годы, я помню прекрасный фильм режиссера Герасимова «У озера». Там главный герой лощеный московский журналист с блокнотиком, при галстуке. Вот тогда я первый раз возмечтал. Возможно, со временем я стану журналистом. Правда, потом любовь к кино перетянул. Я решил поступать в Волгик, но так получилось, что я после горного техникума, я же горняк бывший, так вот поступил на журфак. Так вот, журналистика – это… Почему народ не уходит и не идет в журналистику? И почему не идут молодые? Не идут. Ну, во-первых, здесь, конечно, повинна отчасти вот эта цифровизация, интернет, блоги. Сегодня достаточно взять вот в руки iPhone, и через минуту ты уже известен определенному кругу людей, ну, какому сообществу. Это легкий путь, не надо себя обогащать знаниями человечества. А журналист – это человек, который знает классику, литературу, искусство, знает экономику, основы экономики. То есть мы с первого дня СМИ должны совершенствоваться, мы должны читать, мы должны быть в информационной повестке. Это непреложное правило. Если ты выбыл на неделю, на две из информационного поля, ты уже, в принципе, теряешь что-то. Это чувствуется по тебе. Когда вот я на заре еще без интернетного времени уезжал за границу на 2-3 недели, ну, на отдых, я буквально бесился от того, что я не знал, что там творится у нас в стране. В стране, в республике, в Уфе. Думал, пока я тут нежусь на заморских пляжах, а там, возможно, или власть менялась, или что-то другое. Поэтому журналистика, к сожалению, теряет свою привлекательность для молодых журналистов, вернее, кандидатов, и теряет свою объективность. Потому что сегодня у нас, к сожалению, мало, как я уже говорил, публицистики, мало очерковых материалов, а есть одна галимая пропаганда. Конечно, есть у нас журналисты-пропагандисты талантливые, скажем, Соловьев, Скобеева. Это действительно люди, которые знают основу нашего ремесла. Но они пропагандисты, это не журналисты. Это надо различать четко. И поэтому вряд ли кто-то из молодой поросли пожелает завтра, чтобы его называли вторым Соловьевым или второй Скобеевой. Но ведь есть возможность называться журналистом. И вы правильно подметили, спасибо вам за это, что когда ты берешь телефон, тебе гораздо легче что-то сообщить какому-то сообществу. Потому что, согласитесь, монитор не краснеет. И там ты не несешь свою ответственность. А когда ты журналист официального издания, то тебя заставят, ты должен нести ответственность за свои слова, за свои материалы. Разве нет? И опять не соглашусь. Можно ли заставить журналиста сказать то, что он не хочет говорить? Конечно, нет. Но тебя заставят проверить тот факт.
свой материал, чтобы он был объективным, чтобы были обе стороны, чтобы он соответствовал законам о СМИ. Правильно. А ты возьмешь, если ты возьмешь телефон, то ты можешь просто рассказать и все. Ну, согласитесь, это легкий путь, очень быстрый. Но это не журналистика, то, что вы называете. Просто сообщайте непроверенный факт. Да, но это гораздо проще. А вот журналистам быть дело гораздо более ответственное. Поэтому не идут, как мне кажется. Ну, я могу себя успокоить с тем, что настоящий журналист – это штучный товар сегодня. Люди, у которых есть чувство совести, есть чувство стыда, есть чувство ответственности за свои слова. То есть вот такой человек, он вправе себя называть журналистом. Если не исполняешь вот эти догмы, ну, тогда ты, мил человек, лучше уйди из наших рядов. Примерно так, наверное. А тем, кто еще не решился, лучше не приходить. Как реанимировать публицистику в журналистике? Больше читать, больше интересоваться, больше думать о простых людях, а не о власти имущих. Стараться защищать простых людей. Если ты готов на такие пожертвования в отношении себя, то ты можешь смело идти в наши ряды. Азамат Файзиевич, а когда-нибудь вам приходилось поступаться с теми, может быть... Принципами. С принципами, со своей совестью, хотела сказать? Не повезло. Не приходилось. Не приходилось или вы сами принимали решение, что я не пойду против своих принципов? Да как-то так получалось, что я жил в золотое время журналистики, когда не было, ушла партийная цензура и не наступило другие, более строгие времена. Хорошее было время. Вернется? Думаю, что да. Спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. Я получила очень большое удовольствие от общения с вами, но времени явно не хватило. Надеюсь, что вы к нам придете еще. Будем надеяться. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.